Вы хотите получить кредит онлайн, но вам отказывают в кредите. Вы хотите теперь получить кредит, взять кредит с плохой кредитной историей. Вот сегодня мы про это поговорим. Что такое вообще кредитная история и почему вам отказывают банки. Вы хотите получить кредит онлайн. Зашли, допустим, в приложение Каспий Банк, набрали нужную сумму, но вам в кредите отказали. Вот. Почему отказали, в банке вам не напишут, не скажут, что вы не оплатили свою учебу такого-то, старый год там, у вас была просрочка за учебу. Вам конкретно за что вы не платили, не ответят. Но есть такое первое кредитное бюро, в котором вы можете получить всю свою кредитную историю. Вы можете эту услугу получить на сайте egov.kz, но egov.kz это услуга платная. А на этом сайте, первое кредитное бюро, официальном сайте, первый раз это выдается бесплатно в течение года, затем платно. Так, у каждого человека есть персональный кредитный рейтинг. Персональный кредитный рейтинг – это кредитоспособность заемщика, основная на его кредитной истории и иных персональных данных, например, возраст, семейное положение. Рейтинг составляется от множества факторов. Получается, вы взяли кредит 50 тысяч тенге, первый месяц оплатили, остальные 3 месяца вы не оплатили. Это хоть 15 лет, 20 лет назад было, разницы не имеет. Но кредитная история ваша будут улучшаться только годами. Если вы в данный момент хотите купить квартиру, и у вас уже состояние улучшается денежное, чтобы улучшить эту оценку, вы должны взять кредит хоть на 50 тысяч тенге на 2 месяца и закрыть его в течение месяца. Проходит еще год, берете еще кредит, еще закрываете. В течение 2 лет у вас уже персональный кредитный рейтинг улучшается. Вы уже можете получить кредит на большую сумму. Банки начинают вам доверять уже. Но как проверять вот этот рейтинг именно, вы можете вот на этом сайте, первое кредитное бюро, получить свой рейтинг. Для этого требуется вас ИИН и любая платежная карта или баланс на номере. Нажимаете «Получить кредитную историю». Ну, у меня здесь нет доступа к личному кабинету. Вы здесь проходите регистрацию и получаете свой персональный рейтинг. Так, дальше. Давайте поговорим о кредитной истории. Кредитная история. Теперь поговорим о персональном кредитном отчете. Кредитный отчет, есть 2 вида кредитного отчета. Это персональный кредитный отчет и полный кредитный отчет. Чем отличается персональный кредитный отчет и полного персонального кредитного отчета? Персональный кредитный отчет не содержит информацию об истории по кредитам, по которым последняя информация получена более 5 лет назад. А полный персональный кредитный отчет содержит полную информацию по кредитам. Получается, в полном кредитном отчете вы получаете всю свою кредитную историю с первого дня, как вы получили кредит, и все эти просрочки, вся оценка, рейтинг, все, почему вам отказывают все время банки в кредите. На этом списке можете ознакомиться и понять, в чем у вас все-таки проблема заключается. Еще раз повторяюсь, эту услугу можно получить один раз бесплатно в год, и в течение года будете за 400 тенге получать эту услугу. Снова нажимаете «Получить персональный кредитный отчет», проходите регистрацию и получаете свой кредитный отчет. Ничего сложного не буду показывать, у меня просто сейчас ознакомливаю вас, почему вам отказывают в кредите. Дальше здесь можете посмотреть персональный кредитный отчет образец. Вот полный список здесь, как будет все выглядеть. То же самое, вот полный персональный кредитный отчет.
И, допустим, вы вот получили здесь свой полный список. Допустим, в 2012 году у вас был кредит на сумму 100 тысяч тенге. Вы этот кредит оплатили, но здесь договор до сих пор стоит действующий. Но вы оплатили, у вас на руках есть чек. В этом случае вы должны зайти сюда на оспаривание информации. Оспаривание здесь информации полной происходит бесплатно. Вот. Оспаривание информации, если в вашей истории была отображена ошибочная информация, для запроса процесса оспаривания вы можете подать заявление онлайн на нашем сайте с указанием ошибки и приложив персональный кредитный отчет, полученный не позднее 15 дней. После оспаривания происходит в течение 15 рабочих дней. Если действительно вы это оплатили, то статус у вас уже изменится на завершенный. Так что при получении кредита после завершения всегда проверяйте статус договора. Он ли действующий или законченный. Оспаривание в режиме онлайн абсолютно бесплатно. Тоже регистрацию проходите, оспорить все данные, что нужно, прикрепляете. В течение 15 дней ждете ответа. Надеюсь, я вам ответил на вопрос, почему вам отказывают в банке в получении кредита. Вот с таким методом вы можете все свои данные проверить, кредит, и сделать себе вывод. И дальше стараться не делать просрочки и улучшить свою кредитную историю. Самое последнее хочу отметить, вы вот эту программу обмануть не сможете. С плохой кредитной историей и вам никакой банк кредит не даст. Вас могут в этом случае только обмануть мошенники. Всякие пирамиды, денежные пирамиды, которые собирают все время деньги, вас обманывают, берут на крючок, что вам мы дадим кредит, улучшим вас кредитную историю, вашу плохую кредитную историю улучшится. Это все не проблема. Или скажут вам, у меня есть связи в банке, мы вам все это решим, не переживайте, и вы отдаете им какую-то сумму, и они все просто так пропадают. Так что никому не верьте, во дворе 21 век, просто заходите на сайт Первое кредитное бюро, ознакомливайтесь со всеми вашими историями, в чем была проблема. После можете уже здравой мыслью двигаться вперед, как уже улучшить свою кредитную историю, как уже купить первоначальным взносом себе квартиру, машину и так далее. Желаю всем удачи.